пресс-конференцию. По традиции слова главному тренеру Славе Музык. Николай Алексеевич, ваши комментарии. Ну, мы ожидали, что будет такая игра, примерно такого сценария, потому что, рассматривая игры команды Белшина, мы видели, что это хорошая играющая команда со своим почерком, со своим рисунком игры. В принципе, готовились к такой тяжелой игре, и она такой и получилась. Та игра, которая, наверное, отнимает очень много нервных клеток. Очень рады, что одержали победу, очень сложную победу над достаточно непростым соперником, поэтому, знаете, эмоции немножко там, так еще не улеглись от отрицательных к положительным, поэтому так, немножко мысли путаются, но были очень рады, спасибо ребятам, что не сломались, до конца верили в удачу. Ну, поэтому, наверное, сегодня и выиграли. Но опять-таки же есть над чем работать, очень много работать, потому что достаточно такой сложный отрезок, когда очень много не получается. Надо за счет работы, наверное, прибавлять в качестве игры, потому что это немножко не то, что мы хотим видеть. Вопросы, коллеги? Николай Алексеевич, принято говорить, что спортсмены тренер верят в победу до конца, но при счете 0-2. Если вам предложили ничего, согласились ли или все-таки до конца верили в победу? Вопрос такой провокационный, что согласился, не согласился. Наверное, может быть, согласился при такой игре, которую мы сегодня демонстрировали. Да? Но опять-таки же, сами сказали, что любой тренер и любой футболист должен верить в победу до конца. То есть нельзя. За что любят болельщики футбола? За то, что неважно, как играет команда, да, проигрывает команда, либо там выигрывает команда, главное, чтобы она играла до конца всегда. До конца билась, до конца бежала, до конца сражалась. Да, и там уже будут судить по-другому немного. Слава Богу, у нас это еще присутствует, то есть мы играем до конца. Поэтому вот так вот ответ. Ну а те же болельщики Мозырские оценили его количество и качество поддержки. Это здорово, опять-таки же в очередной раз я поражаюсь этим людям, даже помимо того, что непростое время сегодня, да, но еще и погода сегодняшняя, и такое количество болельщиков, молодцы, и самое что интересно, что они до конца верили в победу, это самое главное. Не было там, я не слышал, по крайней мере, чтобы там кто-то что-то там начал кричать. Нехорошее, так скажем. Они верили до конца, и им огромное спасибо. Это действительно большая поддержка сегодня. Спасибо. Алексеевич, второй выбор ряда у нас получается в первом тайме игра. Может, какое-то объяснение? Ну, какое объяснение? Есть, да, есть эта проблема. Есть проблемы определенная, не знаю, зажатость, определенная. Я не скажу, что раскачка, потому что над этим работаем. Будем работать, будем убирать. Надо играть так, как мы играем вторые таймы в последнее время с первых минут. То есть над этим будем работать, с этим будем разбираться. Поэтому да, есть проблема. Спасибо. Еще вопрос. Михаил Алексеевич, вы сказали о том, что верила в победу до конца команда и болельщический фактор, а игровые компоненты какие-то можете ли выделить, которые помогли вырвать победу? Игровые, наверное, то, что мы усилили атаку, то есть, однозначно, потому что очень много было передач назад в первом тайме, поперек, назад, там мы выпустили футболистов, того же Шевченко, того же Слюсара, которые достаточно часто должны оказываться в штрафной зоне соперника. Во втором тайме они это начали делать, начала создаваться острота, поэтому, наверное, вот так. Еще есть вопрос? Все, спасибо. Спасибо. Нашу послематчевую пресс-конференцию. Слово Эдуарду Владимировичу. Видно поражение, понятно. Хотели выиграть, ребята настраивались. Повели вроде 2-0. Преимущество, дали немножко инициативу сопернику, чтобы твориться на контратаке. Могли еще что-то забивали на эти 2 стандарта и рикошет. Определили исход матча. Это фатальное невезение. Вопросы? Владимирович, эта игра
больше вас огорчило, что вы в турнирной таблице чуть ухудшили положение и обнадежили, вы увидели, что вы можете играть и побеждать команды, которые стоят выше вас? Ну, понятно, нужно то есть каждого побеждать, мы стараемся, ребята стараются. Ну, в смысле, что играют много молодых ребят, которые повторяют ошибки некоторые, из которых эти мячи прилетают. Ну, здесь есть ничего работать. Еще вопрос. Изменение характера матча. Немножко вы не выдержали своего темпа или Славе что-то придумала свои добавления? Либо мы играли, просто немножко сели низко, контратаки, такие моменты создавали, просто не забивали. Пустили стандарты, рикошет. Еще вопрос? Эдуард Владимирович, похоже, эта игра является иллюстрацией того, что для выигрывающей команды счет 2-0 самый опасный. Насколько согласны с этим? Ну да, конечно, ну не то, что он опасный, просто понятно, что у нас нет победы, и ребята забили 2-0, понятно, что хотели уже удержать этот счет, поэтому немножко ниже сели, но не согласен, что 2-0, конечно, либо 1-0. Я еще раз говорю, если голы нам забивают такие нелепые, надоело быть много. Пожалуйста. Эдуард Владимирович, против вашего возвращения больше мы лично ничего не имеем, но может быть раскроется тайну, как на самом деле все происходило. Как не происходит дальше. Шел год. Спасибо. Еще вопросы? Все?